У 2019 годзе аўтарская галерэя Ларысы Фінкельштейн-Брама ў другі раз здзейсніла пленэр на колах у Парыж, а па выніках вандроўкі падрыхтавала творчую справаздачу, з якой можна пазнаёміцца, не выходзячы з дому. Конечно же, совместно с куратором данного выставочного проекта и Национальным историческим музеем будет записана авторская экскурсия, где мы сможем подробнее познакомиться с работами, представленными в экспозиции. Беларускія мастакі змаглі патрапіць у знакаміты парыжскі вулей. На гэтым доме для 300 мастакоў мемарыяльная шыльда з імёнамі. Тут Шагал, Цаткін, Сутін, Леже. Але ў розныя часы там жылі і Пікассо, і Модильяни, і Кандинский. Вообще вот этот улей, эта магия этого шатра очень хотелось. Ну, хотелось не только мне. Таких, как я, умных в мире было невероятное количество. Художников и искусствоведов. Что же это за улей? Как к нему прикоснуться? Но если бы все там прикасались, он бы уже развалился бы, наверное. Поэтому его оградили кованым забором, коваными воротами. Там живут и работают люди, художники, там мастерские и над ними жилье. И, конечно, невозможно, они не могут жить на витрине. Сярод прадстаўленых работ у гістарычным музеі і фотаздымкі, і графіка, і жывапіс, і кампазіцыі з металу, і нават працоўная мадэль помніка Марку Шагалу для Витебска, Парижа и Нью-Йорка. Очень интересные фотографии наши, когда мы гуляли по Парижу, и Андрей Воробьев, а здесь замечательная его скульптура, он создал проект памятника, и в Витебске он уже где-то стоит, памятника Шагалу, который, видите, отталкивается от своего малюсенького домика в Витебске и летит к Эйфелевой башне. Выстава ў гістарычным музеі працягнецца до 18 мая, але яе ўжо чакаюць у французскім Брэсце для сумеснага праекта.